Нетрезвую компанию, угрожавшую одному автомобилисту пистолетом и уехавшую с места другой аварии, задержали сотрудники Росгвардии. Сдаваться просто так они не хотели. При виде патрульного автомобиля пытались скрыться. Но незнание частного сектора поселка Алтан сослужило им плохую службу. Машина уперлась в тупик. Ну и после задержания молодые люди надеялись, что все сойдет им с рук, и нападали на журналистов. Айрат Назипов о том, к чему это привело. За что? За что, пацаны? Руки назад! Все. Попытка нападения на нашу съемочную группу была мгновенно пресечена сотрудниками Росгвардии. Молодые люди, водитель и двое пассажиров Volkswagen Golf не раз за этот вечер показали себя не с лучшей стороны. Скажите, что случилось вообще? Да я что ли, это не знаю. А нападайте зачем? На камеру. Я снимайся. Вы могли сразу сказать. За что задержали хотя бы, остановили? Не знаю я. Пацаны, Около 21 часа по всей Казани объявили план «Перехват» и искали как раз эту иномарку. Автомобиль росгвардейцы заметили на улице Габишева, но останавливаться водитель не планировал. При виде патрульных водитель автомашины резко направил ее в переулок по улице Урмале, где она застряла на заснеженной части дороги. Стражи порядка сразу же перегородили патрульной автомашиной обратный путь, после чего задержали находившихся в преследуемой иномарке водителя и двоих пассажиров. Молодые люди находились в нетрезвом состоянии. На место прибыли сотрудники полиции, им и передали задержанных. Водитель совершенно не хотел проходить медицинское освидетельствование. Отказываться от него официально тоже, прекрасно осознавая последствия. Видимо, хотел, чтобы автоинспекторы и не думали о тесте на алкоголь. Вы денег хотите дать, что ли, или что? Дружище, я ничего не буду говорить. Идите, пожалуйста. Машиной и ее пассажирами стражи порядка заинтересовались после заявления другого водителя, с которым у них произошел конфликт на дороге. Якобы кто-то кого-то подрезал. В ходе выяснения отношений один из задержанных вытащил из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал им угрожать автомобилисту, после чего нетрезвая компания усела в свой автомобиль и скрылась с места происшествия. А водитель позвонил в полицию. Пистолет в иномарке действительно нашли, его отправили на экспертизу. В отношении водителя составили протокол за вождение в нетрезвом виде. По отношению других их возможных нарушений сейчас ведется проверка. Айрат Назипов, Константин Буршуев, вызов 112. Это лучше увидеть. Все выпуски вызова на нашем сайте и на YouTube-канале ТНВ.